Сказка о девочке Свете и котенке-энергетике. У мамы с папой росла 5 лет дочурка Света. Она единственной была. Ох, как же скучно это! Кого позвать на горку ей, кататься в перегонке, когда в большой толпе детей нет ни одной сестренки? С кем Свете посмотреть чуть свет мультфильмы или книжки, когда во всей квартире нет ни одного братишки? Раз мама с папой не хотят купить еще ребенка, тогда, быть может, разрешат бесплатно взять котенка? «Да, ты права», — кивнул в ответ из-за газеты папа. Но мама возразила: «Нет, терпеть кошачий запах, а также мусор на полу, в ботинке хвост селедки, и как позвать гостей к столу, где кот сидит в середке? Носить кто будет китикет, стричь коготки на лапах?» «Да, ты права», — кивнул в ответ из-за газеты папа. Ушли родители в кино. Ну разве не обидно? Смотрела девочка в окно, пока их было видно. В углах теней таилась рать, дрожал от страха Мишка, но Свету трудно испугать, она ведь не трусишка. Хотела Света от окна бесстрашно отвернуться, и вдруг увидела она за ним 2 желтых блюдца, а следом чей-то серый бок, кудлатый как овечка, а дальше кто б подумать мог? Лесного человечка. Превозмогая страх взглянуть, сжимаясь от испуга, уставились лесная жуть и Света друг на друга. Произнесла Светлана: «Ой», растерянно и тонко. Гость был хорошенький, смешной, напоминал котенка. Случилось вправду не в кино диковинная встреча. Открыла девочка окно. «Ну, прыгай, человечек!» И молвил ей незваный гость, малютка-лишачонок, что он проспал страсть сколько дней и заплутал с просонок. Он был так мал и одинок, его жалела Света. Спросила: «Ты пожить бы мог пока в квартире этой?» Бедняжка, видимо, устал бродить один по лесу. Оглядывать квартиру стал он не без интересу. Людское светлое жилье, в нем все чудно и странно. Пещера белая, ее зовут зачем-то ванна. Напротив светлая дыра. Гость изумился звонко: «Смотри, стоит твоя сестра и держит лишачонка». Вода из крана полила. Как непонятно это! Неужто речку загнала в стальные трубы света? «Зачем тебе нужна вода?» — спросил в догадке грозно. «Не буду мыться никогда!» — вопил, но было поздно. Шерсть стала мягкой, словно шелк. Украдкой гость ликует и хочет взять тихонько в толк, откуда ветер дует. Дул ветер будто бы из стен, но вдруг устал быть метким. А это выключила фен, хозяйка из розетки. Красивый повязала бант на шею гостю Света. Он оглянулся, ай да франт, на зеркало при этом. Забыл, как видно, обо всем, любуясь шерсткой ясной. Вел разговоры лишь о том, какой он распрекрасный. «А где костер у вас горит?» «Костер?» — она спросила. О чем малютка говорит, едва сообразила. Он понял, дух огня живет в плите, а по привычке спиралькой пламенной жует вместо поленьев спички. «Кто стужу зимнюю собрал в большущую коробку и холодильником назвал?» — спросил малютка робко. Поели, в комнату зашли, торшер включила Света. Кричит малыш: «Ой, луч зажгли от солнечного света!» Ковром пушистым потрясен, взлетел на шторку с дуру. Ох, был каким огромным он! С кого содрали шкуру? Лишь новости передавать стал дяденька с экрана, на силу гостя удержать за хвост смогла Светлана. «Чего ты, глупенький, постой, ведь это телевизор!» Он верещит: «Ох, непростой твой телогрызер! Он ноги дяденьки отгрыз, я знаю, в чем тут дело, сейчас как устремится вниз и съест моих полтела!» Компьютера страшнее нет, гигант-паук домашний, по жуткой кличке Интернет, в нем паутиной машет. Как много хищного зверья, один другого злее. Нет, в лес уйду обратно я, да лучше поскорее. Пришлось держать его в руках, дать умные уроки об электрических зверях, энергии и токе. Для Светы тут секретов нет. Ей папа-энергетик сказал, что знать про ток и свет должны все в мире дети. Он дочке объяснял не раз, берется ток откуда. Решила девочка рассказ начать с тепла покуда.
В лесу костер, на даче печь, из кирпичей коробка. Захочешь пирожок испечь, дровец попросит топка. Хозяин в топку их кладет и спичкой зажигает. Клубами дым в трубу идет, и в небе тихо тает. Вот точно так же наша ТЭЦ, как уйма жарких печек. «А разве ТЭЦа чурки ест?» — встрял дерзко человечек. «Конечно, ТЭЦ необходим, огонь для теплосбора, но там горючий применим газ вместо дров и сбора. Когда энергией дома все ласково согреты, нам не страшна сама зима. ТЭЦ дарит людям лето. Работы здесь велик размах, могучий и отважный. Вода кипит в больших котлах, что с дом многоэтажный. В трубу уходит серый дым, как из печи на даче. Газ жаром делится своим, отчаянно горячим. К больницам, школам, детсадам, к музеям, цирку, клубам, ко всем без разницы домам тепло спешит по трубам. Тепло, как сердце теплый ток, с ним нету места грусти, и мама, может, на каток в день выходной отпустит. Потом придешь с мороза, скок, прижмешься к батарее, и словно жаркой печки бок она тебя согреет. Тепло бежит от центра вдаль, как рай нам несется, ведь теплоэлектроцентраль недаром ТЭЦ зовется. Тебя устала я держать, сядь, крошка, на оконце. Позволь теперь мне рассказать о потолочном солнце. Издалека начну. Так вот, взгляни на эти крылья. Тут мельница, тут Дон Кихот. Жаль, не читала былья. Встревают в лопасти ветра, и мельница проворно с их верной помощью с утра вращает тяжкий жорнов. Мука пшеничная окрест слетает по откатам. Примерно так турбина ГРЭС вращает генератор. Но нет пшеничной здесь муки, с ветрами у истока. Мы слышим, будто шум реки, лишь гул электротока. По проводам стремится он ко всем якутским зданиям. Ток мощной силой наделен и солнечным заданием. На выключатель мы нажмем, не дрейфи, не опасно. Гляди-ка, солнце словно днем вдруг загорелось ясно. На вилку штепсель чуть похож, однако зубья редки. Он ими, видишь, плотно вхож в отверстие розетки. Давай-ка я включу экран. Ну что дрожишь, трусишка? Гуляют курица, баран, ТВ, живая книжка. Ах, расскажи мне, как сюда залезли все. Не знаю, вот научусь читать, тогда об этом прочитаю. Все, что здесь светится, жужжит квартиру пылесося, что в наших проводах бежит, тепло несет под осень, что в телевизоре встает картинками живыми, все энергетика дает. Запомнишь это имя? Здесь первым свет зажег мой дед, был путь им славный прожит, и яркий нам оставлен след. Династия похожа, задачи трудные на мне, и выросли заботы. Зависит свет, тепло в стране от папиной работы. Сказал малютка, за тебя могу быть я в ответе. Пожалуй, чуточку и я по жизни энергетик. Я понял сложный твой урок, чудесный хоть и длинный. Не прочь еще узнать про ток вращающей турбины. От энергетики страна цветет и богатеет, ведь энергетика, она прекрасной жизни фея. Ох, век живи и век учись, промолвил лишачонок. И вдруг опять по шторке ввысь взлетел он, как котенок. Послышался внезапно звон, и охнула Светлана. О киноманах домофон оповестил так рано. Наполнился весельем дом, смеялась мама звонко, а Света думала о том, как примут лишачонка. Не стала Света ожидать со стороны совета, и маме с папою задать вопрос решила Света. «Ах, киса, рыженький какой!» — сложила руки мама. «Пушистый, с мордочкой смешной. Ах, я влюбилась прямо!» «Ну что ж», — проговорил тогда невозмутимый папа, «возможно, это не беда житейского этапа». Никто от Светы не узнал о тайне лишачонка. Он баловнем домашним стал, любили все котенка. Привыкнув к хищному зверью, всем сообщал на свете он кличку новую свою. «Мур-мур, я энергетик». В день энергетика не лень забраться было в шляпу, чтоб свысока прославить день, профессию и папу.